köyünden ulan yüreğim uçurtlar ben köyün tıklanı sahiyim gibi sanıyordum. Hamlı görürler badinen mana evrenin ulsun lerim lerasen endi sahim büyürü özata oltka gel. En sahim büyürün örkasın utan biçakı oltka. Yürütlasın endi dalta giyişlir biçakı oltka. Kezaden endi ner damgra kece. Sobarın bayrasında ve oltka gece yorağa dene hadgegen dek onçta kadırtını ölüm çıkar diyeceğim. Nede döndürüm bayır der bak nemet. Dikkat bayırızı gele barakın neget manayan bakşı basnek doğan beni kılsarım. Doğan beni göstere beni. Nasıl? Görünmür mü diye? Soğanından olsun. Üstüsün tutsun, nasılsın mahkum, ansın bir ebilerim, Bülek yolsun, Tanrı ve sanıklar, Nüdün gönül sen dün,
для нас. Дорогие друзья, давайте еще от души поприветствуем наших синьцзянских братьев и сестер. Это же мы. Они это мы, а мы это они. Сейчас я хотел вам немножко рассказать о наших музыкантах, об ансамбле Курни Сарва. Это Кару Хачеев, Баюш Афганов, Утлан Мукавенов, Батыр Бухаев, Дмитрий Этняшев и уже очень известный руководитель коллектива Батыр Бухаев. Они выступают уже почти год, и название Курни Сарва, годовалый же ребенок, в переводе с калмыцкого, обозначает их возраст, когда они уже набрали достаточно сил для концертных выступлений и еще резвы и энергичны, как молодые исполнители. Они — это голос и душа народа. И сейчас они исполнят песню «Люля». Но прежде чем они сейчас эту песню нам исполнят, я хочу рассказать коротко вот о чем. Историю песни «Люля» знают, наверное, все любители калмыцкой песни. Эта песня была написана Бадмой Джимбиев, солдата Великой Отечественной войны, который погиб, защищая свою родину. Но перед тем, как уйти из жизни, он сделал большой подарок своему родному народу и любимой девушке, написал песню «Нютля», которая стала народной, которая стала любимой и исполняется многие годы. И об этом рассказал нам Андрей Магадыкович Джимбиев, народный писатель Калмыкии, которому 5 декабря исполнилось 88 лет. Давайте поприветствуем Андрея Магадыковича. Он услышит наши аплодисменты. Он освободитель нашего города Элисты, который 70 лет назад, 18-летним солдатом юным, сражался здесь, на родной земле, и прожил жизнь достойную. И недавно в библиотеке Амурсанана здесь у нас присутствуют представители Национальной библиотеки. Давайте им тоже поаплодируем, поприветствуем. И вот как раз библиотека недавно организовала чествование нашего Андрея Магадыковича Джимбиева, и прошел замечательный вечер. Был впервые организован литературный конкурс, в котором участвовали наши творческие союзы. И об этом вечере я говорю потому, что чай и борсуки, хальмыкса борсук, мана хальмык печатности, белгилят аутирсын, ресторан легенда. Давайте еще раз поприветствуем Байырду Борисовну и поблагодарим. Это жест души и ресторан, весь коллектив. А сейчас звучит песня «Нютля». Arada
удовольствие передаю наш золотой микрофон представителю нашего братского народа, господин Гочидянаров. Мы вас ждем сюда, чтобы вас все видели, пока вы будете идти. Аплодисменты не будут стихать. Пожалуйста, мы в вашем лице приветствуем наш братский монгольский народ. Спасибо вам и всем на память. Спасибо, Артем Иванович. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши брат. Сегодня меня сюда привез по причине, дорогу сюда, это первый, я должен здесь вспоминать, сказать, и это, который был в Калмыкии, вот мне это была моя мама, и это мать Вехта Борисовна, тетя наша, Зинаида Иркиневна, царственная небесная. Я должен это сказать. Благодаря этому человеку я здесь общаюсь с очень много людьми, те же гостиницы, коллеги. Это она была для меня это как защита системы. Где это наша Таисия Борисовна? Вышла. Ладно. Это второе, конечно, это слово гигант и арец именно, потому что это слово для нас, конечно, это национальное, именно пить, потому что мы потихонечку идем к истории времени, а в те же время идет, нам повезет это будущее, чтобы мы стали Монголией. Поэтому сегодня вечер, дорогие наши калмыки, я вас поздравляю открытые такие прекрасные национальные рестораны. Желаю больше успеха и удачи. Спасибо большое. Посетители ресторана «Легенда» преподносит наш прославленный ансамбль «Тюльпан». Встречаем знаменитые чечерды. Фигурана başkası oldu ve yapmadı. Күнтайын рестораны кешінің соғар маңдырғы Насан Авша қойырды қататығы үйрәтуші бүгін кечені соға Насан Авша сән сәқі бәші кеп шалтығы дайында жеге отын Нержақы жел өзіған қырда жел еуқын дейсі өжеші. Қода матын соға Фигуранын ерген смешші да нек сөйкін әжіндіған ағын ереді. Ода домыр соқтық көйік бейті ені ұшан адиян ұшан еріне құрылын енді қарап ерін домыр соға шауашан еді. Кезеңгі қәлімік нәрін басы заң еуді қарайды.
Tanrı Gülçin'e. Kınta mana ahner döner erisin giyişler. Kınta Arslan Babayiş tamara kinjayna. Zuk mana ulan zaltır. O da yengeç kirişo. Zulla o da manduralsın suğarmasın. On gidirin sakta özette. Setkirte atsan halta bulta. Arslan Babayiş. Легенда гидек юге яғжы оршылды мана халіміктен түсті. Халмекелі. Легенда. Домок этикет. Чеке. Арслан Бабаевич жана домык. Атенді бәқ мана халімі болсы. Жана басынеге немер үккер жана. Домык үлгір кешке жана. Тогда перевод слова легенда означает домык үлгір. Домык это что такое? Это, наверное, историческое событие, которое нам передали по поколению. Я вот хочу сказать, что есть такая легенда. То есть, Яргачи Неркетевска, Маймаки, Кицухуровского улуса,